Развивается совершенно фантастическая, конечно, феерическая история с покупкой Дональдом Трампом Гренландии. Дональд Трамп предложил купить Гренландию. Дания от такого предложения, конечно, немножечко ошалела и сказала, что Гренландия вообще-то как бы даже и не продается. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эту мысль абсурдной. Гренландия, когда она узнала, что ее хотят купить, тоже немножечко так ошалела и тоже сказала, что она, собственно, и не думала, в общем-то, продаваться. Гренландия, к слову, сейчас, кстати, идет движение за независимость и суверенитет. Это уже почти отдельное государство, у них там свой парламент, своя конституция. Гренландия, кстати, теперь официально государство, ну не государство, а административно-территориальная единица калаалитов. Калаалиты – это подгруппа эскимосских народностей наряду с инуитами и алеутами. Так что официальное название теперь даже Гренландии не Гренландия, а что-то там каалита, но что-то там. Я никак не могу запомнить, не могу выучить на каалитском языке. Но в международном праве Гренландия все еще до сих пор, конечно, подсубъектна Дании. И вот Дания с Гренландией немножечко так от этих новостей как-то обеспокоились. Дональд Трамп на такой поворот событий обиделся, поломал куличики в песочнице и отменил запланированный, на тот момент через 2 недели должен был быть визит, официальный визит в Данию. Он его отменил. И взамен этого предложил позвать в G8 Владимира Путина. Если, говорит, кто-то Владимира позовет, я с радостью поддержу это нововведение, но сам почему-то не позвал. Видимо, намекал на Макрона, потому что Макрон до этого тоже встречался с Путиным, и прям весь там что-то перед ним расстилался. И вот я смотрю за всем этим делом, наблюдаю за всеми этими предложениями. На самом деле в покупке там, или в продаже как таковой, самой по себе, она не хорошая и не плохая. Соединенные Штаты своей территории довольно большое количество своей территории купили, и Техас они там покупали, нет, Техас завоевали. Флориду, кажется, покупали, Калифорнию покупали, Аляску покупали, что-то еще там покупали. То есть, в принципе, в этом нет ни плохого, ни хорошего. Но вот сама вот эта риторика, сам вот этот вот стиль риторики, типа, а давайте вот нам пришло в голову, а давайте купим Гренландию. И Дания с Гренландией сидят такие, вообще, а нас кто-то спросил, вообще, с нами кто-то вообще посоветовался. И вот человек совершенно... Мне кажется, человек, он просто не понимает, что такое политика и что такое пост президента сверхдержавы, главной мировой державы сейчас на планете. И вот совершенно на ровном месте человек взял и устроил скандал. И зачем-то разругался с Данией из Гренландии. Зачем, для чего, почему? Вот я этой логики не понимаю совершенно. У меня, например, есть встречное предложение. Давайте мы с вами скинемся и купим Нью-Йорк. Вот кому нужен Нью-Йорк? Ну, в смысле, кто бы отказался от Нью-Йорка? Вот я бы не отказался. Давайте скинемся и... Ну, или хотя бы Манхэттен прикупим себе на крайняк. А потом обидимся, что Дональд Трамп отказался, и позовем в G8 Ким Чен Ына, например. На мой взгляд, совсем неплохо будет.